Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Амонзода Аскараля от должности судьи суда Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю прекратить полномочия судьи суда Хатлонской области Амонзода Аскарали в связи с его смертью. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 7 января 2021 года. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, ознакомились с ходом строительных работ на площадке Истеклол и посадили саженцы. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, ознакомились с ходом строительных работ на площади Истеклол и посадили саженцы. Напомним, что строительным работам на этом важном объекте 10 июля 2020 года дали старт глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали. Площадь Истеклол располагается на 30 гектарах. 2,7 гектара предназначены для проведения политических мероприятий. Площадь расположена на территории проспекта Рудаки, улиц Саида Носира, Хабиба Ахрури и Ойгуль столицы. В мероприятии по посадке саженцев лидер нации и председатель города Душанбе посадили саженцы хвойных деревьев, доставленных из Италии. Несмотря на холодную погоду, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посадил саженцы на отдельном участке площади Истеклол, который предназначен для озеленения и создания парков и скверов. В соответствии с планом здесь будут озеленены 11 тысяч квадратных метров. В будущем на территории площади Истеклол с завозом из европейских стран саженцев редких, тенистых, декоративных и полезных для здоровья человека деревьев будет создан парк для гуляний жителей и гостей столицы. До сегодняшнего дня в одном из уголков сада посажены десятки саженцев сирени, сливы и хвойных деревьев. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания и наставления по созданию скверов с красивым оформлением и правильным расположением парков на территории объекта. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, осознавая значимость достойных примера традиций наших предков, таких как стремление к красоте, содержанию чистоты, мест проживания и созидательному труду, постоянно призывает к тому, чтобы таджикский народ сегодня и в будущем продолжал эту миссию. Роль президента республики в процветании страны посредством созидательного труда, озеленения парков культуры и отдыха, фруктовых садов по всей нашей любимой стране весьма велика. Результатом этого является то, что в период независимости, наряду со строительством и вводом в эксплуатацию объектов различного назначения, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, с большим энтузиазмом и чувством эстетики широко наладил создание и восстановление парков культуры и отдыха, суперинтенсивных, интенсивных и фруктовых садов, а также питомников. Президент страны регулярно лично принимает участие в мероприятиях по посадке саженцев и призывает народ к этому славному делу. Душанбе и раньше утопал в зелени садов, но теперь с реконструкцией и обновлением прежних и созданием новых парков этот город, любимый многими поколениями людей, превратился в большой город-сад. В течение 10-15 лет в столице были благоустроены и украшены парк национального флага, парк государственного герба, парк Ирам, парк имени Устода Рудаки, парк при Национальной библиотеке, парк Дворца нации, парки Сомон, Куруши Кабира, Хаяма, Ахмада Дониша, Восе, Фердавси, Садридина Айни, Дусти, Алишера Наваи, Победы, Наврузгох, Джавунон, Молодежное озеро, Душанбинское озеро, Детский парк, окрестности Центральной соборной мечети Душанбе, нового здания Таджикского исламского института имени имама Азама и прилегающие к нему улицы и проспекты. Все эти начинания и инициативы лидера нации играют большую роль в деле воспитания нынешнего и будущих поколений таджикского народа в духе почитания красоты, чистоты и любви к родной земле. После посадки саженцев глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, ознакомились с ходом строительных работ на площади Истеклол. Объект состоит из трибуны, центральных, северных и южных ворот,
фонтанов, искусственных водопадов, узорчатых стен, террас, пешеходной зоны, сквера, декоративных бассейнов с ручьями, парковок и так далее. Высота символа независимости, расположенного в центре площади, составляет 121 метр. Нижняя часть 30 метров, верхняя 91 метр, что символизирует достижение государственной независимости в 1991 году прошлого века. Площадь Истеклол с ее архитектурным ансамблем, символизирующим независимость и свободу, является одним из главных юбилейных объектов в стране, который будет сдан в эксплуатацию в 2021 году в Душанбе по случаю 30-летия государственной независимости Таджикистана. В рамках созидательных процессов в городе Душанбе площадь Истеклол с архитектурным комплексом, символизирующим независимость и свободу, свидетельствует о процветании и устойчивом развитии страны. Проект площади Истеклол в городе Душанбе разработан творческой группой Главного управления архитектуры и градостроительства исполнительного органа государственной власти города Душанбе под руководством председателя города Душанбе Рустами Эмомали. Этот проект с его преимуществами символизирует древнюю государственность и всемирно известную культуру таджикского народа. Ход строительных работ на площади Истеклол, сдача которой состоится накануне 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, находится под постоянным контролем президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления со строительными работами обратил внимание руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе на важность качества строительных материалов и работ и завершения их в намеченные сроки, а также на активизацию других мер по благоустройству объекта. Постановление председателя Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан о созыве 5-й сессии Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлисе Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 5-ю сессию Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан 6-го созыва 25 января 2021 года в 11:00 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, город Душанбе, 7 января 2021 года. Совет Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан сообщает, что на 5-м заседании Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан 6-го созыва ожидается рассмотрение законов Республики Таджикистан об обеспечении биологической безопасности и биологической защиты, о подготовке специалистов с учетом требований рынка труда, о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, о внесении изменений в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан, о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан о государственной регистрации документов гражданского состояния, о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности и ряда других законов, а также заслушивание отчета Генерального прокурора Республики Таджикистан о строгом контроле и единообразном исполнении законов Республики Таджикистан в 2020 году. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся, оставайтесь с нами и до встречи.